Внеочередное заседание сессии парламента было открыто рассмотрением основного вопроса повестки дня – проекта закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Представил законопроект депутат Астамур Логуа. Принять в первом чтении проект закона Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательного имущественного характера государственными служащими и депутатами. Значит, поправки. Значит, вот эти поправки принять в первом чтении. Дальше второй пункт гласит: направить указанный проект закона президенту Республики Абхазия, наверное, исполняющему обязанности президента Республики Абхазия, в Комитеты Народного собрания, Верховный суд Республики Абхазия, Генеральному прокурору Республики Абхазия. Установить, что поправки к указанному проекту закона направляются в Комитет Народного собрания парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике. Третье. Комитету Народного собрания парламента республики по государственно-правовой политике доработать указанный проект закона и с учетом поступивших поправок в месячный срок внести его на рассмотрение Народного собрания парламента Республики Абхазия во втором чтении. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Затем депутаты приступили к обсуждению предложенных поправок. Все выступавшие были солидарны во мнениях о необходимости и значимости для страны антикоррупционного закона. Однако мнения депутатов разделились в вопросе, стоит ли принимать поправки к законопроекту, который, по сути, еще не доработан. Некоторые депутаты отмечали, что они вынуждены проголосовать за антикоррупционный закон, чтобы не пострадали голодающие люди. Самое главное, люди, которые сидят на голодовке, 11-й день, ихнему здоровью и жизни угрожает опасность. Они не встанут никак, и не пытались уже все это, мы ходили, депутаты туда, ходили, и люди, и общественная палата, пытались их поднять, они не встанут ни в какую, если этот закон, если эти поправки будут не приняты. Мы приняли решение, что это будет политическое решение, закон не будет работать в полную силу, но хотя будем считать, что это первый шаг к тому, чтобы 20-я статья прижилась у нас в Абхазии, начала работать, и люди начали декларировать свои доходы. Это закон, над которым еще работать и работать. Вопрос стоит так: если мы не проголосуем, там кто-то умрет. Мы не против того, мы против того, чтобы кто-то умер. А это будет работать, не будет работать, как говорится, это любому нормальному человеку все понятно. Вопросов никаких нет. Вот юридический отдел написал, здесь как бы некоторые недоумения. Они профессионалы, они не имеют права не писать то, что есть. А работать, не работать будет, это не важно. Стоит отметить, что правовой и аналитический отделы парламента, изучив представленный законопроект о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами, сделал заключение, что в представленном документе есть противоречие, и он не может быть принят до принятия закона о государственной службе. Некоторые депутаты также высказали мнение, что несмотря на принятие поправок в антикоррупционный закон, он не будет исполняться. То, что здесь представлено, это очень сырой документ. Хотите прямо, это правовой мусор. Куда, что за спешка? Сегодня мы проголосуем или завтра? Давайте, профильный комитет доработает. Давайте завтра рассмотрим. В таком виде нельзя, слушайте, просто нельзя. Этот закон никто не может исполнять. Мы для чего принимаем закон? Чтобы его не исполнять? Для того, чтобы обмануть людей? Я за такой проект закона голосовать не собираюсь. 10 пунктов. Вот здесь вот правовой отдел, который дал, который противоречит другим основным принятым уже законам действующим. Тогда какое политическое решение, скажите мне? Завтра придут другая группа людей. Сегодня все мы знаем, что в Европе, в мире, везде что делается. Но придут с другими требованиями, которые ни по менталитету, ни по духу нашему, которые нам неприемлемы. Но сегодняшняя демократия мировая позволяет иметь таких там, я прошу прощения, но родитель номер 1, родитель номер 2. Или даже кому-то наша Конституция не понравится, не 5 палаток вот здесь поставят, а 15 палаток поставят и скажут: давайте менять Конституцию, а то они умрут с голоду. Мне жалко этих людей, которые там сидят. Но если мы будем так подходить к этому вопросу, я считаю, что это очередной развал нашей государственности. Мы к этому все толкаем, к этому нас ведут. Видя заключение правового отдела, мы не сможем усовершенствовать наше законодательство и упорядочить. Ну, это и мнение юристов, я думаю, наших.
А все, что происходит, хочу выразить также мое личное мнение, это опробирование оранжевых методов воздействия на власть. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба также высказал ряд замечаний по поводу законопроекта. Он подчеркнул, что недопустимо опубликование личных номеров членов семьи декларанта. В этом с ним согласились и депутаты. В итоге, после долгого обсуждения во втором окончательном чтении депутаты приняли поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Закон вступает в силу со дня его опубликования. Теперь чиновники обязаны декларировать доходы супругов, совершеннолетних и несовершеннолетних детей, родителей, родных братьев и сестер. Кроме того, согласно закону, кандидаты в президенты и депутаты будут предоставлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства. Если раньше на сайте запрещалась публикация данных о членах семьи декларанта, то поправки в закон предполагают не только отмену этого пункта, но и обнародование информации о месте прописки, месте жительства чиновника и членов его семьи. В случае непредоставления данных о доходах или предоставления ложных сведений, чиновник будет освобожден от занимаемой должности без права на восстановление. На заседании сессии парламента во втором окончательном чтении также были внесены изменения в Уголовный кодекс Абхазии. Для некоторых категорий граждан мера наказания в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы за распространение наркотиков в крупном и особо крупном размерах заменяется сроком на 15 лет. Несовершеннолетних и по поводу человека, который полностью идет на сотрудничество со следствием, значит, предлагается женщинам в случае, если ее поймают при распространении наркотических средств, 15 лет, несовершеннолетним 7 лет. И если человек пошел на сотрудничество полное со следствием, то тоже 15 лет. Во втором и окончательном чтении внесены изменения в Конституционный закон о Кабинете министров, а в закон о репатриантах изменения внесены в первом чтении. Рассмотрение остальных вопросов повестки дня было перенесено на 13 марта. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.